Летние мальчишки чеканят шаг по плацу. Вчерашние ученики общеобразовательных школ и гимназий сегодня уже суворовцы, воспитанники Казанского суворовского училища. Нынешний набор пятиклашек особенный, юбилейный. 75 лет назад в стенах училища прозвенел первый звонок. Тогда среди 500 новобранцев были сыны полка и мальчишки, потерявшие на войне родителей. Когда стоял вопрос, наверное, какое же помещение все-таки отдать под Суворовское училище, вспомнили, что здесь вот некогда в XIX веке воспитывались благородные девицы, а будущие выпускники суворовских училищ, это действительно благородные юноши. Некогда двухэтажное здание Института благородных девиц по проекту известного русского архитектора Фомы Петонди было построено в 1841 году на деньги казанской помещицы Анны Николаевны Родионовой. На создание в Казани привилегированного учебного заведения Родионова завещала более 280 тысяч рублей. Огромная по тем временам сумма. Воспитанницы Родионовского института получали блестящее образование. Они выпускались, имея свидетельство домашних учительниц или преподавали в начальных школах. Преподавались, это, конечно, были английский, немецкий язык, а физика, математика, чистописание, рукоделие. Занимались музыкой в свободное время, конная подготовка, верховая езда. Ведь воспитанницы, они должны были сидеть и владеть верховой ездой. Первый набор состоял всего из 30 девиц. К 1918 году число воспитанниц выросло в 6 раз. В свободное от занятий время они гуляли по парку с фонтанами и цветниками. К юбилею уже Суворовского училища центральная аллея парка обрела новый облик. Теперь его украшает памятник Анне Родионовой в образе ангела-хранителя. Естественно, в любом саду должна быть своя изюминка. А какая изюминка должна быть? Над этим вопросом долго думали. И идея пришла начальнику училища генерал-майора Миронченко. А давайте мы сделаем памятник такой, где стоит девочка, воплощение прошлого, и современный суворовец, который показывает, к чему мы пришли. Воспитанница Казанского хореографического училища Софья Симонова и суворовец Данила Нафиков. Это их образ в бронзе увековечили авторы памятника «Первый вальс». Я считаю, что полностью передать все черты лица невозможно. Если так посмотреть, то по фигуре, по форме все соответствует. Все мне понравилось. Тема вальса выбрана не случайно. В Казанском Суворовском училище всегда подчеркивали, будущие офицеры должны получать благородное воспитание. Долгие годы здесь по углубленной программе изучался французский язык, обязательные были уроки танцев. Тема вальса имеет исторические корни. На балах, что устраивались в стенах Родионовского института, неоднократно бывал будущий русский писатель Лев Толстой. В 40-е годы 19-го столетия вместе с братьями он жил неподалеку от института. В нем воспитывалась Мария, младшая сестра Льва Толстого. Студент Казанского университета был лично знаком с начальницей Екатериной Загосткиной и был влюблен в ее дочь Зинаиду. Свои переживания от первой любви Толстой писал в рассказе «После бала». Но в молодости 18 лет была прелестна, высокая, стройная, грациозная и величественная. Именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе. Откинув немного назад голову, это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого молодого существа. Кстати, рассказ Толстого «После бала» – это первое произведение, которое обязан прочитать суворовец после поступления в училище. История показывает, что офицер, который не может танцевать вальс, не может поговорить с девушкой, это не офицер. Даже в военных училищах царского времени были занятия, когда незнакомых между собой кадетов и девушек из благородных семей сажали, и они должны были час говорить на различные темы живописи, музыки, литературы. При этом они не знали, в какой отрасли будут говорить. И мы стремимся, чтобы наш суворовец тоже был образованным человеком. Вот почему образовательная программа в Казанском Суворовском училище одна из сложнейших. Ее еще не всякий гимназист или лицеист может осилить. Данила Нафиков, к примеру, победитель всероссийских олимпиад по математике и физике. Все свои знания суворовец хочет применить на службе Родине. Это престиж в первую очередь. Ты всегда нужен своей стране. И
всегда должен помогать. И это, в первую очередь, долг любого мужчины — защищать свою родину. Ребята признаются, честь, которая была им оказана, теперь ко многому обязывает. Не стоит исключать, что в образе девочки с косичками со временем мы узнаем новую Майю Плисецкую, а через десятки лет выяснится, что еще один крупный российский военачальник был воспитанником Казанского Суворовского училища. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.